В эфире еженедельная программа «Новости IT». Сегодня обсудим прорывные научные технологии, крупные прошедшие и грядущие цифровые мероприятия в нашем регионе и новую игру Valve по мотивам легендарной франшизы Half-Life. Поехали! Илон Маск взорвал Starship. В SpaceX решили испытать герметичность космического корабля на тестовом образце с маркировкой МК-1. Испытание прошло не так гладко, как хотелось бы. После его начала на частном космодроме в Техасе прогремел взрыв. У корабля оторвало верхнюю часть, которая упала недалеко от испытательной установки. Маск оказался на удивление спокоен в своем твиттер. Предприниматель объяснил, что в ходе прошедшего испытания они изначально хотели максимально повысить давление в системах корабля. По его словам, SpaceX с самого начала были готовы к возможному взрыву. К тому же, во время испытаний никто не получил травм, и он не стал причиной сильных повреждений соседних объектов. Также Илон Маск поделился, что взорвавшуюся ракету Starship МК-1 они ремонтировать не собираются. Дело в том, что она предназначалась только для проверки некоторых систем летательного аппарата и на данный момент выполнила все, что от нее требовалось. Вместо ремонта компания будет концентрировать свои силы на сборке нового тестового образца Starship МК-3, который должен стать лучше двух предыдущих вариантов. Британские ученые создали кардиостимулятор, работающий под контролем нейросети. Дело в том, что человеческое сердце постоянно меняет частоту сокращений. Например, оно может ускоряться при вдохе и замедляться при выдохе. Явление называется дыхательная синусовая аритмия и считается нормой для молодых людей со здоровым сердцем. Также благодаря этому увеличивается кровеносное наполнение предсердий. Прибор считает электрические сигналы, генерируемые каждым вдохом, и, соответственно, передает эти данные сердцу. В ходе экспериментов с лабораторными мышами, страдающими сердечной недостаточностью, устройство увеличило количество перекачиваемой крови на 20% по сравнению с монотонной кардиостимуляцией. Когда стимулятор получит одобрение и будет запущен массовое производство, пока не уточняется. Без дела пытаются не сидеть и наши светилы. Уральский научно-образовательный центр займется разработкой платформы по формированию цифрового следа человека. Платформа будет собирать данные, на основе которых можно будет создать нейропрофиль. По заявлению авторов, нейросмарт станет базой данных с ограниченным доступом, которая будет собирать данные из открытых источников, коммерческих организаций и сервисов. А применять все это дело планируют в медицине. Честно говоря, концепт не ясен от слова совсем. Какую информацию получит врач? Сколько селфи сделал его пациент или какие товары закупил в интернет-магазине? Да и удастся ли получить у сервисов эту информацию? В любом договоре прописано, что все это якобы коммерческая тайна. На практике, как работает тот же Google? Вы, наверное, не раз замечали, что посидели вы в каком-нибудь интернет-магазине, потом заходите на совершенно иной сайт или в приложение, и там в виде баннеров выскакивают такие же товары или похожие. Казалось бы, два разных сайта, а нет. Так или иначе, все происходит через один и тот же поисковик. Сервисы заключают договоры, и все это происходит на правах рекламы. Google получает деньги, магазины получают клиентов. Все просто. А здесь государственный проект, о рекламе нет ни слова, да и заявлено все это как медицинская разработка. В общем, вопросов больше, чем ответов, и на первый взгляд все это смахивает на авантюру. Поэтому будем следить, не получится ли очередная миниатюра уральских пельменей. В приложении, которым пользуются практически все якутяне, WhatsApp, снова нашли уязвимость. И если раньше для входа через них требовались нехилые такие навыки программиста, то теперь дела обстоят куда хуже. С помощью новой бреши удаленно зайти в ваш телефон не составит особого труда. Злоумышленнику достаточно отправить специальный зловредный файл формата MP4, то есть видеофайл. И вуаля, контакты, истории посещений, банковские карты, личные фото-видеоматериалы утекают как песок сквозь пальцы. Ситуацию прокомментировал небезызвестный создатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров. Решение предлагает радикальное. Удалить приложение со всех смартфонов, заявив, что еще в мае предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявлять, а серьезные проблемы в области безопасности
будут следовать одна за другой. Также Дуров отметил, что зеленый мессенджер и без всяких вредоносных видео не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами приложения. По его мнению, причина в том, что Facebook, которому и принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении. Пытается ли Дуров таким образом подмочить репутацию конкурентов или действительно что-то такое знает, непонятно, но что можно сказать точно. В ближайшее время не загружайте видеофайлы с незнакомых чатов и общих групп. Подождите, пока прилетит обновление, в описании которого будет прописано «Улучшена безопасность пользователей», и потом пользуйтесь им, как и раньше. До этого момента от просмотра и скачивания сомнительных роликов лучше воздержаться. Финальный отбор программы Фонда содействия инновации «Умник» прошел в Якутске. В пространстве коллективной работы «Точка кипения» выбирали научно-технические проекты молодых исследователей. Основной задачей программы «Умник» стала поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность. Также таким образом пытаться стимулировать массовое участие молодежи в такой деятельности и создавать малые инновационные предприятия. Отбор проходил в два этапа – весной и осенью. За это время было подано 67 заявок со всей Якутии. И так как некоторые из проектов присылались с отдаленных районов, то организаторы предоставили возможность защищать их тоже дистанционно в формате видеосвязи. К финалу уже допустили 28 участников. Оценка проводилась по критериям перспективы коммерциализации проекта и квалификация заявителя. Победители программы «Умник» получат очень солидное вознаграждение – грант в размере 500 тысяч рублей на 2 года. Итоги подведут позднее, в первом квартале следующего года. Также совсем скоро в столице пройдет и другой крупный ивент. Стартап-экспедиция и выпуск проекта второго набора акселерационной программы Б8. Начнем с первого. 30 ноября в мультимедийном парке «Россия. Моя история» пройдет отбор в стартап-экспедицию. Это мероприятие уровня Дальнего Востока. С помощью него для дальнейшего сопровождения и поддержки ищут перспективные инновационные проекты. Насыщенная однодневная программа регионального этапа состоит из образовательной части, экспертизы и объявления результатов. Участники стартап-экспедиции получают экспертизу проектов, консультацию экспертов, содействие в получении финансовой и нефинансовой поддержки, путевку в отбор нового потока программы Б8, прямой выход на федеральные и региональные органы, СМИ. В нашу программу попадете опять же. Постоянные зрители, наверное, заметили, что последние несколько выпусков мы не зовем в гости разработчиков. Так вот, именно по этой причине к концу этого, началу следующего года станут известны названия интереснейших проектов. Мы отберем лучшие и вернемся к прежнему формату с интервью. А пока ждем оглашения результатов экспедиции и второго этапа Б8. Кстати, о Б8. Во вторую половину дня, напомню, речь идет про 30 ноября, пройдет демо-день, где якутские стартапы, прошедшие акселерационную программу Б8, представят свои проекты. На презентацию каждого стартапа отводится строго определенное время. Защита пройдет как перед инвесторами и экспертами, так и перед гостями мероприятия. В общем, пожелаем ребятам удачи. So nice to have you with us, Mr. Freeman. I will see you up ahead. Как сладок этот голос геймерам конца 90-х, начала 2000-х годов. Half-Life 1. Первый шутер, объединивший науку, инопланетян, брутальность, крутой движок, кучу оружия, загадочность и бесконечное ползание по вентиляции, ну да ладно. Half-Life 2. Самый хоррорный уровень за всю историю серии в заброшенном городе. Прорывные графика и физика. На момент 2004-го все происходящее на экране выглядело настолько реалистичным, что на нормальных настройках эту игру не потянула добрая половина компьютеров. Тогда на нас с вами свои кошельки нагрела не только компания Valve, но и разработчики с продавцами железа, которые геймеры тех лет начали массово обновлять, только бы насладиться этим шедевром. Первый анонс третьей части франшизы произошел еще в далеком 2008 году. Потом в 2013 произошло что-то вроде этого. Анонс игры, которую вы так долго ждали. Третья часть. Продолжение легендарного шутера, любимого миллионами игроков. Монументальная игра. Представляем вам с гордостью Left 4 Dead
3. И вот, наконец, после нескольких лет молчания, как гром среди ясного неба, в сети прокатилась новость об официальном анонсе нового Half-Life. Ролик представили 21 числа и снова в духе мистера Гейба. Разочарованию игроков не было предела. Новая игра будет называться Half-Life Alyx. События развернутся между действиями первой и второй частей. Главным персонажем станет девушка Алекс Венс, дочь физика-ядерщика из первой части, за которой мы наблюдали во второй. И все бы ничего, хоть что-то, хоть так, но игра будет доступна только для шлемов виртуальной реальности. Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality. И если даже вдруг у вас завалялся такой где-то на полке, то спешу вас расстроить. Вместе с игрой вам нужно будет приобрести и перчатки Gravity Gloves, которые позволяют игрокам притягивать предметы к рукам. Кто-то скажет, ну не беда, подождем пока ажиотаж стихнет и игра выйдет на обычные ПК, и тут вы тоже не угадали. Вся физика, механика и управление заточены исключительно под VR. Об этом в интервью заявили сами разработчики, и то, что она хоть как-то будет адаптирована под мышь с клавиатурой или же под геймпад, 1% из 100. Вот так в своей манере Гейб Ньюэлл поздравил фанатов с 21-летием легендарной франшизы. Релиз новой игры намечен на март 2020 года. Ну а на сегодня все. Повтор программы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте jak24.ru. Оставляйте свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.